В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. Лесные пожары в Сибири и в Якутии. Каковы причины распространения огня, что делают власти, как защититься от дыма и помогут ли дожди. Об этом мы сегодня поговорим с руководителем Якутлесресурса Джилустаном Хон. Джилустан Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Какова сегодня ситуация с лесными пожарами и помогли ли дожди, прошедшие в минувшие выходные? Ситуация у нас на сегодняшний день 13 лесных пожаров, которые бушуют в основном в Сунтарском районе 3 пожара, в Салданском районе. И сейчас несколько пожаров у нас появились в Южной Якутии, это Алекминский и Нерингринский районы. Но в целом по тушению лесных пожаров у нас задействовано порядка 260 человек, это федеральные силы и республиканские силы авиалесохраны. Все наши силы Якутлесресурса работают. И вот в связи с объявлением МЧС на территории республики прибыло 40 человек Камчатского МЧС, на территории Салданского района работают, и еще 40 человек прибыло в Нюрбинский район. Ситуация в целом под контролем, надо сказать. По сравнению с прошлым годом, если посмотреть так сразу вперед, да, то площади такие же, но количество лесных пожаров чуть больше. Да. На эту дату мы где-то в прошлом году потушили 165 лесных пожаров на площади более 165 тысяч гектаров. Да. На сегодняшний день 202 пожара мы потушили в республике, а площадь где-то 6,5 тысяч гектаров. Это статистика чистая. Но надо сказать, что в сравнении с нашими соседями, да, где ситуация очень сложная, это Красноярский край, Иркутская область, у нас ситуация под контролем. Ну а дожди помогли или нет? Дожди, которые были, они немножко нам, скажем так, дали передышку. Это в Сунтарском, Нюрбинском, центральной части Якутии. И сейчас вот сами знаете, вот сейчас погода уже теплая. На этой неделе будет до 26 градусов тепла, ветер, поэтому тоже готовимся к возобновлению этих же пожаров. Опасность не снижается, да? Да, конечно. А вот что дает дополнительно для тушения пожаров объявление режима ЧС? Объявление режима ЧС дает нам право привлекать федеральные силы, возможность привлечь федеральный резерв, что мы и сделали, написав заявку председатель правительства Российской Федерации, да, и также возможность привлечения всех сил и средств, это республиканского резерва, из резерва муниципальных образований, а также привлечение хозяйствующих субъектов на тушение лесных пожаров. То есть, так скажем, год консолидации, мобилизация всех сил и средств на тушение лесных пожаров. У нас территория огромная, порядка 255 миллионов гектаров, а это 1/5 часть лесов всего федерального центра, поэтому сил и средств, как всегда, ежегодно нам не хватает. А сколько районов у них объявлен режим ЧС? На сегодняшний день на территории 2 районов объявлен ЧС, на территории 14 районов особый противопожарный режим и объявлен ЧС 1 августа на территории всей республики. То есть сейчас разжигать костры и так далее на территории всей республики запрещено. Джилустан Иванович, вот какие главные причины распространения огня в этом году? Главные причины – это весеннее время, конечно же, человеческий фактор. Это выжигание сухой травы, так называемые сельхозпалы. Надо сказать, что они с 2015 года по всей территории Российской Федерации запрещены. Вот эта причина. И охотники, грибники сейчас пойдут, осенние пожары. А вот в конце июня, в июле это все грозовые пожары. То есть порядка, если по статистике посмотреть, порядка 70-80% всех пожаров на территории республики, может быть даже до 90% это грозовые разряды. Сухие грозы просто.
А как вы относитесь к намерению федеральных властей пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров, чтобы исключить вероятность перехода лесных пожаров на населенные пункты и предотвратить их задымление? Да, это очень хороший подход, да, но надо сказать, что 255 миллионов гектаров мы охраняем на самом деле менее 10% территории республики. То есть зона авиационная есть, зона наземная есть, да? А вся остальная зона – это зона контроля, так называемые. Они мониторятся посредством спутниковых наблюдений и тушатся при необходимости. Поэтому вот этот подход, он, конечно же, мы рассматриваем положительно, но в то же время надо понимать, что это налагает на субъект очень большое финансирование. Если мы будем в каждом населенном пункте создавать службы ГАУ «Якутлесресурсы», это авиабазы, то это уже очень большие ресурсы необходимы со стороны субъекта. А увеличилось ли в этом году финансирование работ по тушению пожаров из федерального бюджета? И как повлияло поступление дополнительной техники? Да, в этом году на самом деле мы как никогда были готовы к пожарам, лесным пожарам, да. И федеральный центр у нас финансирование по сравнению с прошлым годом на несколько сот миллионов больше, то есть больше миллиарда рублей у нас в общем финансировании. Это и содержание, и пожары, и так далее, и сельскохозяйственные мероприятия, которые мы выполняем. И техника, которая была выделена за счет национальной программы экологии, она тоже, мы уже ее на эти пожары уже задействовали. Поэтому очень положительно это сказывается. И сейчас еще с учетом того, что Дальний Восток все равно горит, и финансирование с учетом вот этих всех положительных моментов все равно не хватает, пересматривается также объемы субвенций. Поэтому надеемся, что 2020, 2021, 2022 годы у нас больше финансирования будет. Нам, вот я говорю, миллиард рублей, а в целом на ведение лесного хозяйства по республике необходимо как минимум 2,5 миллиарда рублей. Это минимум сумма, которая на нашу территорию. А вот что касается дополнительной техники, какая она и как она повлияла? Мы на сегодняшний день приобрели порядка 22 единиц техники по всей республике. И вот с учетом того, что мы уже приобрели, нам федеральный центр планирует еще довести порядка 70% от той суммы, которая, порядка 66, где-то 67 миллионов мы должны еще получить. Вот. Это трактора с плугом, да, это бульдозера, УАЗики, лесопожарные комплексы, да, мульчера и так далее. Это с учетом того, что у нас техника не обновлялась порядка 5-6 лет, то это как бы замена старой техники у нас сейчас пока идет, да. У нас трактора работают 90-е, начало 2000-х годов, и 100 раз переделанные, и которые практически износ 100%. Поэтому мы будем постепенно обновлять технику. И если эта программа будет действовать еще последующие годы, то уже новая техника у нас будет. И уже эта техника уже у нас уже на этих пожарах уже работает. А сколько лет потребуется, чтобы полностью обновить? Программа рассчитана, наш проект рассчитан на 5 лет пока, да. Я думаю, за 5 лет мы ту имеющуюся технику, которая у нас имеется, мы обновим ее. А последующие годы уже необходима будет новая техника, дополнительную технику уже закупать. А как пожары влияют на экологию региона и насколько существенен урон? Это на самом деле вопрос, наверное, к ученым, да. Но я скажу, что у нас природа сама, она лес пирологического состояния, она сама себя возобновляет таким образом, грозовые эти пожары. И с учетом того, что последние годы у нас, скажем так, экология немножко поменялась, в этом году очень много горят северные территории наши, да, Верхоянский, Абыйский район сильно горели. Поэтому, конечно, влияние есть, влияние дыма, да, на экологию, скажем так, оценка эта может быть вестись только учеными, да. Мы только пытаемся это все остановить, потушить,
не допустить перехода огня на объекты экономики и населенные пункты. В связи с этим вот прошу наше население, вот сейчас сезон охоты начинается, сезон грибников, там, дикоросов, поэтому быть осторожными в лесу, беречь нашу природу. Говорят, что наводнения тоже как-то связаны с лесными пожарами. Ну да, вот интересный факт, что вот наши южные соседи, да, вот Приморский край, сейчас же очень сильные наводнения у них идет, да, вот Иркутской области. Надо сказать, что у них очень интенсивные последние годы идут вырубки, да, практически леса, которые они имели, все вырубили. И я думаю, как эколог, у меня образование экологическое, я думаю, что от этого зависит у них последние годы вот, на паводке, да. И экология, может быть, немножко меняется в части того, что засушливые лето ежегодно у нас возникают. И на всей территории республики, не просто там южной части или западной части и центральной Якутии, а уже север у нас очень сильно горит. Поэтому с этой стороны надо вот ученым очень хорошо посмотреть. В этом году проблему лесных пожаров активно освещают не только СМИ, но и блогеры в соцсетях. И хэштеги «Потушите пожары в Сибири» сейчас самые популярные. Вот как вы относитесь к освещению этой темы в СМИ и в соцсетях? И какой информации советуете доверять населению? Ну, я рассматриваю двояко как-то, да, вот со своей стороны. С одной стороны, оно положительно сказывается, потому что все уровни власти начинают этим вопросом заниматься, да. С другой стороны, вот эта хайповая информация, она иногда мешает нам, да, вот. Поэтому я прошу доверять только официальной информации, которая идет с официального телевидения, там, радио и интервью именно тех людей, которые именно конкретно этим занимаются. Но есть, конечно, вот сейчас очень развито блогерство, да, с этим мы никак не можем как-то от этого отойти, да, это прогресс, поэтому, мне кажется, со стороны правительства Российской Федерации должна быть какая-то законодательная инициатива в плане того, чтобы был какой-то ответственность, да, которой они дают информацию. Ну и все, вот, контролируемо, если будет, нормально. Джилстан Иванович, спасибо за беседу, что пришли к нам в студию. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Мы говорили о лесных пожарах в Якутии. Оставайтесь с нами.